Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте. Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова, наши режиссеры Мария Сункалырова, Николай Слепцов-Айдын, а в нашей студии гость. Директор кардиососудистого центра города Якутска Кюндюл Иванович Иванов. Кюндюл Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы пришли сегодня в нашу студию. Я вас рада видеть и рада познакомиться. Мои знакомые и коллеги, и слушатели потенциальные, и зрители, узнав, что вы сегодня будете в нашей студии, просто засыпали меня вопросами. И самый частый вопрос – как попасть в ваш кардиососудистый центр? Стало быть, центр на хорошем счету, ну и красивый, 9-этажное, да, высокое здание. Но мало кто знает, что его строительство предсказали именно вы в студенческие годы. Спасибо за приглашение выступить в студии радио НВК Саха и телевидения. Кардиососудистый центр Национального центра медицины, он построен действительно в 22 году. Было открытие 30 апреля с участием министра здравоохранения России Михаила Альбертовича Мурашко и главы республики Арсения Сергеевича Николаева. Надо сказать, что действительно центр, он мечта или желание многих якутян, наверное, да, не только мое, да, что у себя в Якутии, да, в Якутске наш регион считается достаточно продвинутым в медицинской части и вообще в целом в общественной жизни, да. Иметь хорошие клиники. Этому заложили основу наши коллеги, которые работали в 80-е, 90-е годы, и прекрасный национальный центр медицины, австрийский центр в первую очередь, да, и он заложил основу такого, может быть, продолжения мечты наших коллег, врачей. В том числе, как мне сегодня мои друзья говорят, однокурсники, я действительно с студенческого года работаю в городской больнице, в кардиологическом отделении, в кардиореанимации тоже. Мы там общались с врачами тогда, да, старшими коллегами и сами. И действительно тогда я говорил, что нам необходимо иметь свой нормальный кардиологический центр, оснащенный современным оборудованием. Тогда этот кардиологический корпус городской больницы тоже считался новым. Он была одна из последних строек советского времени, советского здравоохранения. Поэтому здание новое, но начинка была, конечно, слабая. Поэтому, учитывая также, и мы тогда еще с тех времен наблюдали, что наше население подвергается риску заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно, видимо, с этой урбанизацией, переездом из сел в город, изменением норм питания, снижением физической активности, все факторы, да, развитием гипертонии и так далее. Люди чаще подвергаются заболеть сердечно-сосудистым заболеванием. И возрастные особенности тоже. Да. Сейчас не секрет, что средняя продолжительность жизни у нас растет, и средний возраст нашего пациента, он тоже, да, достаточно большой, и, естественно, с возрастом атеросклероз дает о себе знать, и, значит, в конце концов атеросклероз проявляется в виде этих острых коронарных синдромов, нарушения ритма, инсультов и так далее. Все это факторы говорили о том, что в Якутии нужно иметь собственные площади, собственное здание кардиоцентра. А как попасть? Мы работаем в режиме 24/7, 150 коек, внутри, значит, здания 25 реанимационных коек, реабилитационные койки за пределами этого корпуса имеются в старом кардиодиспансере. Попасть – это 4 дня в неделю. У нас скорая помощь доставляет больных с инфарктом и инсультом. А если человек хочет попасть в ваш центр, просто чтобы как в качестве профилактики обследоваться, вдруг что-то нужно, так можно?
Вы знаете, вот этот вопрос сейчас обсуждается на уровне Минздрава. Вот я вот лично предлагаю, чтобы увеличить доступность, да, в поликлинику кардиоцентра, запустить проект вот предварительной собственной самозаписи граждан, да, через портал госуслуг и так далее, да, вот, но пройдя при этом некоторое тестирование, да, ну, при желании можно и подойти в платную клинику, да, профилактическую, а вот чисто у тебя есть, если какие-то вот эти проявления, да, какие-то вот опасения, вот то, что ответишь на анкету, и действительно вот компьютер выбирает, ставит риск определенной степени, то он может направить в кардиоцентр на обследование в поликлинику. Но сейчас, к сожалению, система Минздрава работает так, что это направление надо получить из территориальной поликлиники или центральной районной больницы по месту жительства. То есть все-таки это центр больше для тех людей, которые нуждаются в экстренной помощи. В экстренной помощи. Я знаю, что до того, как этот центр был построен и открыт, наши горожане, они были вынуждены за какими-то операциями обращаться в другие города, в другие медицинские центры. На сегодня ваш центр может осуществить практически все операции на сердце, да, установить стенты, кардиостимуляторы. Что еще ваш центр может сделать? Да, вы знаете, мы когда анализировали итоги работы за вот эти 1,5 года, мы выяснили, что за пределы республики вот на операцию в области сердца и сосудов направлялось аж до 700, 800, до 1000 пациентов в год ежегодно по линии Минздрава. А вот в 2023 году, по итогам 2023 года, таковых оказалось в 3 раза меньше. Ну, есть все-таки заболевания, которые нужно ехать, во-первых, за консультацией в центральные города, и те операции, которые мы сейчас здесь не сможем, но есть какой-то процент, и они направляются. И вот сократилось такое количество потока пациентов в 3 раза. Это говорит о том, что действительно наш центр взял на себя все функции выполнения всего объема операций. Вот. Ну, мы выполнили в прошлом году 1600 операций на сердце, из них 1000 это эндоваскулярно на сосудах сердца, коронарография со стентированием, 250 операций по имплантации кардиостимулятора, 100 с лишним операций, 130 операций по аортокоронарному шунтированию, и вот так набирается около 1500-1600 операций в год. Это крупные операции. А еще из новых операций мы в этом году, в 2023-м, сделали имплантацию кардиовертера-дефибриллятора. Значит, это вот те особые кардиостимуляторы, вот так называемые трехкамерные, они программируемые с функцией синхронизации работы сердца. Это очень сложное устройство, которое при сложных нарушениях ритма и при резком увеличении полостей сердца так стимулирует, синхронизирует работу сердца, что происходит уменьшение полостей сердца, снижение и исчезновение аритмии сердца. Вот такие мы сделали 2 операции нашим больным. Всего 2? 2, потому что они стоят очень дорого. И эти выделяются квоты очень с большим трудом. И каждый год они выделяют 2-3 квоты из федерального бюджета. А потребность действительно есть. А если человеку не выделили квоту, если у него время поджимает? Поэтому мы отправляем их за пределы республики, в Новосибирск, в Москву и Санкт-Петербург. Хорошо, спасибо. Расскажите, пожалуйста, о персонале. Какие врачи работают в вашем центре? Наш центр вообще очень высококвалифицированные врачи работают. Все знают, наверное, у нас работают заслуженные врачи Российской Федерации. Это Петр Иванович Захаров, заведующий кардиохирургическим отделением, Татьяна Юрьевна Томская, заведующая кардиологическим отделением. 2 доктора медицинских наук, около 15 кандидатов медицинских наук и большинство врачей, врачи, которые перешли с Национального центра медицины, они имеют все высшие и первые категории, да. Но надо сказать, что средний возраст нашего медицинского персонала, в том числе врачей, составляет 35 лет.
В общем-то, молодые. Молодые, да. К нам влились после окончания клинической ординатуры очень много специалистов, врачей по окончанию медицинских колледжей, медучилищ, да. И костяк составляет очень такой работоспособный молодой возраст, который имеет перспективы дальнейшего роста, развития и так далее. А вот если молодой специалист, у него же мало опыта. А вы знаете, у нас, надо сказать, что этот опыт приобретается, ну, можно сказать, мгновенно в период работы в экстренной форме. У нас, в смысле, работа 24 часа 7 дней в неделю. Вот эти навыки, они приходят очень быстро, и мы не боимся молодых кадров, их обучать. Наставничество у нас очень развито, и все буквально вот в таком темпе. Преемственность есть. Преемственность есть. А насчет вот аппаратуры оснащения, как в центре дела, и нужно ли что-то для вашего центра? Может быть, какие-то врачи нужны, или какая-то аппаратура нужна, или прям все прекрасно и все есть? Ну, мы очень рады, что до известных событий мы успели провести строительно-монтажные и установочные работы по медицинскому оборудованию. Я тоже горжусь тем, что мы добились в свое время участия в проектировании, медицинском оснащении, в медицинских технологиях, участие вот иностранных специалистов, в том числе германских, и поэтому есть моменты, которые действительно вот отражают именно вот европейский мировой уровень, да, тренд развития медицины в нашем центре. Ну, оборудование всего экспертного класса, МРТ, КТ, у нас 2 ангиографа, 3 операционных зала. Все полностью через интернет интегрированное. Есть возможность выхода в любую точку мира, провести мастер-класс операции, значит, обучающие семинары. И буквально вся реанимационная там аппаратура тоже экспертного класса, рентген-аппаратура. Ну, так что вот постарались на славу запроектировать и построить. Ну, чего не хватает? Ну, вот чуть-чуть, может быть, не хватает, вот, как бы я сказал бы, элементов, которые помогают в лечении, да, высокотехнологичном. Это вот ранняя медицинская реабилитация. Мы всегда говорим, что лечить это одно, а вот чтобы человека поднять, восстановить после вот сложных, тяжелых операций, это тоже очень важный момент лечения. И вот мы ставим вопрос, чтобы нам помогли штатными единицами в основном, да, и специалистами в области там, массажа, лечебной физкультуры, там, эрготерапии, ну, много. Оборудование есть, а вот кадры мы должны привлечь или быстро подготовить, чтобы наши пациенты были не только вылечены, но и восстановлены. В вашем центре, наверное, это достаточно престижно работает для врача, для любого, да, который связан с этой темой, с темой кардиологии. Ну да, конечно. Ну, наша клиника, вообще весь Национальный центр медицины – это флагман здравоохранения республики. Медицинская организация номер 1. Это никто не будет оспаривать, я думаю. И при этом эта клиника, Национальный центр медицины, имеет очень много таких клиник, которые создают такой большой медицинский кластер, как говорится, от рождения до последних дней. Мы сопровождаем наших пациентов. Это детский центр, и перинатальный, и клинический взрослый, хирургический, и кардиоцентр. Вот. Поэтому действительно престижно у нас работать. Создаются все условия для работы персонала, врачей, для подготовки, переподготовки в разных клиниках, вузах. В прошлом году очень много специалистов не только кардиоцентра, но и других подразделений выучились за счет средств, как и Минздрава, и так и больницы. Поэтому мы всех, воспользовавшись случаем, могу пригласить врачей и средний медицинский персонал работать в условиях, конечно, и кардиоцентра, чтобы иметь за плечами такой задел, да, обычно трудовой маршрут тоже имеет значение для человека. Где, Конечно. да, где
определенный этап работы, в какой больнице, если это медицинский специалист, или если другой по отрасли тоже. Все же хотят работать в «Газпроме», «Алросе», ну, типа такого, да? Ну, можно, по всей республике да. аналогов же нет такому центру. Аналогов нет, да. Поэтому да. А вы сами, вы практикующий кардиохирург? Нет, я не хирург, я кардиолог, я практикую, да, я поддежуриваю в отделениях, да, кардиологического профиля, ну, у себя в центре, да, и сам до ввода в эксплуатацию, вот в диспансере я вел прием пациентов, и, в принципе, пациенты все стремились попасть к нам, в кардиодиспансер тоже в свое время. И тоже, конечно, есть выбор врача, и вроде бы особо меня никто не чурался, так что я могу сказать, что, в принципе, практика хорошая. Кендил Иванович, скажите, пожалуйста, вы как врач, который знает и видит человеческое сердце очень близко и очень внимательно, как уберечь вот этот вот свой главный мотор, что, какую профилактику человек может делать самостоятельно, вот просто сам для себя, чтобы как можно дольше не обращаться за помощью к кардиологу? Ну, все в целом индивидуально, естественно, но есть элементы первичной и вторичной профилактики. Ну вот мы должны говорить в целом о первичной профилактике вот этих факторов риска, которые приводят к развитию вот, манифестации атеросклероза. Это, во-первых, следить за своим артериальным давлением, чтобы не было высокой гипертонии, значит, за массой своего тела. Надо всегда определенные декады жизни высчитывать свой индекс массы тела, он не должен быть выше 24-25. И, соответственно, это борьба с вредными привычками, это алкоголь и курение. И, соответственно, это модифицируемые факторы, да, которые вот я перечислил. А кроме того, чтобы генетические особенности, да, это вот немодифицируемые, там есть свои особенности по наследственности и так далее. Ну, это не модифицируемо, но все равно надо отслеживать себя. И, в принципе, и физическая активность. Человек в течение, вот, ну, особенно после 40 лет, должен следить за тем, чтобы определенные калории, которые поступают, ну, с пищей поступают в организм, они должны сгорать. Ну, я по-простому объясняю, чтобы люди понимали. Вот эти жировые хиломикроны, клетки, вот эти жировые вещества, они должны в организме не задерживаться и не превращаться в толстую стенку сосудов, артерий и так далее. Они должны быстро сгорать, они должны элиминироваться из организма путем, в первую очередь, путем активизации вот физической активности. Мы должны не зря сейчас говорят 10 тысяч шагов в день, да, это очень правильно. Вообще любая физическая активность в день должна достигать до 2 и более часов. Это ходьба, это, значит, работа там на территории дома там, или внутри дома, также и посещение спортивных секций. Нельзя засиживаться за столом. Ну, бывает же профессия, которая требует там, действительно, там, да? Но, тем не менее, нужно о себе думать, чтобы у нас организм всегда был в активном движении. Спасибо, вы в прекрасной форме. Наверняка все вот то, что вы перечислили, вы сами к себе применяете. Да, стараемся. Спасибо вам большое. Я очень рада, что вы сегодня нашли время, пришли в нашу студию, что мы нашим слушателям, зрителям, горожанам напомнили, что в Якутске есть такой замечательный республиканский центр, кардиососудистый центр, в котором можно получить помощь, но только тем людям, да, у которых все-таки есть какие-то сбои с работой сердца. Да. Спасибо вам большое. Я вас благодарю еще раз. Напоминаю, что в нашей студии гостил Кендил Иванович Иванов, директор кардиососудистого центра города Якутска. Дорогие слушатели и зрители, во втором блоке вас ждет ведущая Ольга Голдобина. Ее гости – это офицеры запаса. Я думаю, будет интересно в такой компании провести время, поэтому оставайтесь на нашей волне, на нашем канале. Через короткие 4 минуты вы снова будете в прямом эфире в нашей студии.
Дорогие друзья, здравствуйте! Итак, у нас программа «Якутск сегодня». И с вами я, ее ведущая Ольга Голдобина. Сегодняшний наш выпуск посвящен 23 февраля, Дню защитника Отечества. И сегодня у нас в студии потрясающие люди, достойные нашего внимания, уважения, любви, преклонения. Итак, знакомимся. Ноев Никита Никитич, заместитель председателя Президиума Республиканского совета ветеранов войны и труда, ветеран прокуратуры. Здравствуйте, Никита Никитич. Добрый день. Спасибо, что вы к нам пришли. Федоров Эдуард Дмитриевич, председатель Совета ветеранов Министерства внутренних дел, ветеран Министерства внутренних дел. Добрый день, Эдуард Дмитриевич. Здравствуйте. А также председатель Якутского городского совета ветеранов, ветеран вооруженных сил Трипша Николай Александрович. Здравствуйте. Спасибо, уважаемые мужчины, что вы пришли сегодня. У нас будет совсем маленькая такая беседа, и поэтому я вам просто вот дам слово, чтобы каждый из вас рассказал то, что считает для себя очень важным. Никита Никитич, давайте начнем с вас. Я вижу, вы что-то нам подготовили. Я представляю Совет ветеранов республики. Наш Совет ветеранов республики действует уже 308 лет. А в республике ветеранские организации имеются во всех городах, районах, улусах, на слегах, также в министерствах и ведомствах. Ну, наши основные цели и задачи – это защита гражданских, социально-экономических, трудовых и личных прав ветеранов, улучшение материального положения медицинского и бытового обслуживания людей пожилого возраста, юридическая помощь ветеранам и членам их семей, патриотического воспитания молодежи и военно-историческая работа. Ну, приоритетным направлением нашей работы является патриотическая работа. Председателем Совета ветеранов республики является заслуженный юрист республики, лауреат государственной премии имени Михаила Михайловича Федорова Иванов Илья Матирович. Мы гордимся нашими наставниками. Это наши флагманы, это члены президиума, почетный председатель Слевцов Будимир Дмитриевич, кавалер ордена Полярная звезда, член президиума, ветеран Великой Отечественной войны Павлов Кирилл Егорович, почетный гражданин Республики Саха-Якутия, также член президиума Иксанова Надежда Петровна, кавалер ордена Полярная звезда. Последнее. Буквально завтра, 22 февраля, состоится заседание очередного пленума нашей организации, где будет рассмотрено два вопроса. Это подготовка к 80-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. И наш главный вопрос – это выборы президента Российской Федерации. Но будут принимать участие всего 80 членов нашей организации. Спасибо большое, Никита Никитич, за то, что вы нас вот ознакомили, потому что на самом деле не так много людей знают, что у нас есть такие разные советы. Знают, что есть совет ветеранов, и все. А то, что у нас есть совет прокуратуры ветеранов, совет МВД, ФСБ, да, большие направления, разные. И все это достойные, мощные люди, которые принесли огромную пользу Родине, России, республике, городу. И надо об этом говорить. И чтобы подрастающее наше поколение как можно больше знало вас. Побольше проводить с ними мероприятий. И спасибо, что вы согласились прийти. И нас сейчас очень многие слышат. Никита Никитич, вот в Совете у вас очень много таких людей. Ну, я не знаю, это вот люди глобального масштаба, глобального мышления, прожившие большое количество лет, именно вот борясь за патриотизм, за любовь к родине.
Мало того, что это происходило, все-таки прокуратура – это очень сложная сфера, и это тоже риск, правда? И это всегда непросто. Будьте добры, поздравьте, пожалуйста, наших жителей, жителей Российской Федерации, воинов наших с наступающим праздником. Спасибо. Поздравляю с наступающим Днем Защитника Отечества. Пожелаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия. Спасибо огромное. Я надеюсь, что вас сейчас поддержит наш замечательный Эдуард Дмитриевич, поделится своей информацией. Он тоже пришел к нам с не пустыми руками. И также прозвучит поздравление. Конечно, может быть, то, что мы все это делаем вот таким, уважаемые телезрители, радиослушатели, то, что мы делаем вот так, это все четко, поэтапно, шаг за шагом. Обратите внимание, в нашей студии сидят офицеры. Они привыкли к порядку и к жесткому расписанию. Это правильно, это очень хорошо. Поэтому сейчас мы последовательно будем говорить друг с другом, а потом перейдем к общему, что говорится, собеседованию, что ли так. Итак, Эдуард Дмитриевич Федоров, Эдуард Дмитриевич. Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Я представляю Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Саха-Якутия. Я избран в октябре 2023 года. Это новая, в принципе, для меня деятельность, но основные задачи и цели, они указаны в уставе нашей общественной организации. Совет ветеранов объединяет первичные общественные организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск во всех городах нашей республики, практически во всех улусах. Основной деятельностью нашей, мы считаем, что является военно-патриотическое и государственное воспитание молодых сотрудников, наставничество, а также работа с подрастающим поколением, с молодежью. И вот сейчас, в феврале, накануне Дня защитника Отечества, 23 февраля, наши ветераны проводят смотры, конкурсы строя и песни. Среди этих ветеранов, активистов, я бы хотел назвать Посельского Василия Васильевича, который участвует во всех смотрах в городе Якутске. Харитонов Иван Платонович проводит смотры в Хангаласском районе, Заболоцкий в Татинском районе и другие. Сегодня и вчера буквально даже я принял участие в смотре-конкурсе строя и песни в 19-й школе, которая находится на птицефабрике. И эта школа в прошлом году стала именной и получила название Ягодкина, первого директора якутской птицефабрики. В этой школе учатся дети, которые сегодня уже достигают определенных успехов. В частности, эта школа славится тем, что одна из девочек, сейчас фамилию не помню, но заняла первое место по дзюдо. И вот директор этой школы Алексей Иванович, он провел меня с большой гордостью по школе и показал свою, гордость, эту школу. Она очень такая благоустроенная, теплая. Зал, малый спортивный зал у них отдан под дзюдо, потому что эта девочка уже прославила эту школу. И вот мы считаем, ветераны, что патриотизм начинается со школьного возраста. Не зря поется в песне «С чего начинается Родина?» С калитки у твоих ворот, а может и другого. Может, с старой пилотки отцовской, что лежит в шкафу. Поэтому эти вопросы у нас стоят на первом месте. Далее. Ветеранская организация наша уделяет внимание и воинам-интернационалистам. 15 февраля мы отметили 35-летнюю годовщину со дня вывода ограниченного воинского контингента с территории Демократической Республики Афганистан.
На учете у нас в Совете ветеранов состоит 14 воинов-интернационалистов. Они находятся и в Якутске, и в городах. В некоторых улусах их нет. Но сегодня, значит, спасибо и депутатам Илтумен, заместителю председателя городского собрания, Республиканского собрания Илтумен Александру Григорьевичу Подголову, который организовал встречу и чествование вот этих воинов, наших ветеранов, интернационалистов. И я был горд наградить наших участников, которые служили и проходили службу не только в Афганистане, но потом этот боевой опыт привнесли в деятельность наших органов внутренних дел. Сегодня особое внимание также уделяется и ветеранам специальной военной операции. Но сейчас многие коллективы и государственные органы, и общественные организации, особенно волонтеры, этому внимание уделяют. Поэтому мы здесь касаемся только частично поддерживаем и отмечаем у себя тех воинов, которые у нас, значит, участвуют в этом. Хотелось бы отметить наших сотрудников, которые принимали участие в боевых действиях первой и второй чеченской кампании. Мы тоже стали немножко забывать об этом, потому что ситуация меняется. Основное внимание переходит на сегодняшний день, но тех нельзя забывать. Поэтому Совет ветеранов дальше планирует поддерживать наших. Буквально вчера пришел один ветеран, который был после 23 сентября мобилизован, значит, на СВО, а сейчас вот по ранению был уволен и по достижению предельного возраста. Хотя воинское звание у него, значит, рядовой, а в самом деле, значит, он был и сотрудником органов внутренних дел и носил специальное звание майор милиции. Поэтому вот такие люди у нас есть, и мы ими гордимся и будем их пропагандировать. Накануне Дня защитника Отечества, 23 февраля, я, как профессиональный военный, у которого в дипломе записано «офицер мотострелковых войск», хотел бы поздравить всех военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, военно-морского флота, военно-космических сил, артиллеристов, танкистов, воинов Росгвардии, воинов правоохранительных органов, праздником, Днем защитника Отечества. Пожелать им крепкого здоровья, крепкой воинской дисциплины, отличной учебы, подготовки и примерного поведения. Спасибо. Спасибо большое, Эдуард Дмитриевич. Дорогие телезрители и радиослушатели, такое счастье находиться вот в этой студии вместе с этими колоссальными людьми. Это такая радость. Прямо хочется встать и захлопать, поклониться. Настолько вот такая мощная, колоссальная энергетика позитивная. Я надеюсь, что мы будем продолжать цикл передач. Мы просто вот отдельно будем приглашать каждый совет и работать. Николай Александрович, ваша очередь. Здравствуйте. Я присоединяюсь к словам Эдуарда Дмитриевича, Никиты Никитыча. И хотелось бы тоже сказать, что большую работу проводит Совет ветеранов города Якутска. И хочу сказать, что вот февраль месяц, он актуален тем, что в школах, и не только в школах, и уже в детских садах проводятся смотры строя и песни. Реально наши ребята чувствуют большую мощную страну и, соответственно, гордятся нашими защитниками, стараются быть похожими. И сегодня хочу сказать, что мы открыли парту героя в 33-й школе. Все мы знаем Савву Михайлова. Я лично знал, очень активный и вообще светлый человек. Когда случилась специальная военная операция, я думаю, что он имел бронь и сам принял решение, как он лидер
к которому тянулись люди, чтобы поддержать. Получается, да, тяжело на войне, и получается своим примером, потому что я знаю, к нему люди за советом, и когда ребята уходили, то есть было скомплектовано подразделение, и они сделали ролик и передавали привет. И видно, что один из лидеров являлся Сава Михайлов. Вот, открыто парта героя. Я хочу сказать, что парта героя уже это у нас на протяжении уже 2 лет в городе Якутске открывается парта героя. Буквально в прошлом году в Губинском округе открыли парту героя, это Володи Губина. То есть героем можно быть и с оружием защищать, и, соответственно, пожертвовать ради детей, и, соответственно, и на трудовом фронте, что и делал город Якутск. От себя лично, от Совета ветеранов я хочу поздравить, во-первых, самых достойных это участников Великой Отечественной войны в республике. У нас их 16, а в городе 11. Им почти под 100 лет, многим перевалило за 100 лет, но они в строю, они поддерживают нашего президента, поддерживает специальную военную операцию, и, соответственно, постоянно вот тоже корреспонденты телевидения приезжают к ним, они передают слова благодарности и поздравляют наших защитников Родины. Хочу сказать, что вот кто соучастен к победе, к мужскому празднику 23 февраля, не только кто носит брюки, да, а всех поздравляю с таким великим праздником в преддверии 79-й годовщины Победы. Спасибо большое, Николай Александрович. Это все очень прекрасно, но у нас осталось очень мало времени, и я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы есть, за то, что вы выбрали такую работу, такую профессию, за то, что вы делали ее достойно, потому что вы вот полковники. Вы получили эти звания не просто так, а рискуя жизнью. И то, что вы передаете свои добрые, замечательные слова подрастающему поколению, передаете свой опыт, огромное вам спасибо и низкий вам поклон. Искренне надеюсь, что это не последняя наша встреча в этой студии. И мы проведем цикл красивых передач, где вы сможете рассказать больше о том, что вы сделали для Родины. Дорогие друзья, с наступающим Днем Защитника Отечества! Спасибо.